Итак, друзья, наконец мы с вами перешли к конкретике, к самим тренировкам. Из всего огромного множества тренировок мы сейчас отберем те, которые нужны для тренировки курсинговых, рейсинговых собак. И, собственно, вообще для тренировки спортсменов на выносливость. Итак, тренировки можно классифицировать по нескольким признакам, но мы с вами остановимся на определенной классификации. Первое – это скоростные тренировки. Скоростные тренировки нужны прежде всего для того, чтобы развить нервно-мышечные системы организма. У нас у всех в мозгу есть определенные области, которые отвечают за те или иные движения. Но вот пути, которые к ним подходят, нервные пути от мозга к мышцам, их также называют проводящие, они у всех находятся в разном состоянии. То есть синапсы у некоторых хорошо проросли, грубо говоря, в мозг, а у некоторых эта проводка в очень ужасном состоянии, так сказать, сбоит, свербит. Так вот, круглогодичная скоростная работа необходима для того, чтобы развить вот эти проводящие нервные связи между мозгом и мышцами, а также поддерживать их все время в работоспособном состоянии. Что это дает? Это дает прежде всего быстрые, легкие, стремительные движения, хорошую координацию во время выполнения скоростной работы. Итак, теперь давайте остановимся подробнее, какие же бывают скоростные тренировки. Первым типом скоростных тренировок, самым простым, которым вы должны овладеть, являются темповые рывки. В дальнейшем будем называть их просто рывки. Во время прогулок 10-15 минут проходит, вы должны бросать собаке что-то. Ну, мячик, пулер, неважно что. Ну, можно мячик. Мы потом подробнее остановимся про технику, но вы должны понять, что нужно делать небольшие рывки. Буквально на там 20-30 секунд. Немного поработали, и вот это вот уже идет скоростная работа. И так вот 10 раз в 10-15 минут. Вторым пунктом, собственно, скоростных тренировок, вторым типом являются интервальные тренировки. Интервальные тренировки служат прежде всего для того, чтобы мобилизовать все возможности организма по подведению кислорода к мышцам. Интервальные тренировки возможно проводить только если нет ацидоза. Ацидоз – это то самое закисление молочной кислотой. То есть интервальные тренировки – это такие тренировки, на которых высокая интенсивная работа на коротких отрезках сочетается с длительными периодами отдыха, чтобы дать уйти молочной кислоте, запустить процессы восстановления. Особым случаем интервальных тренировок являются горные интервалы. Горные интервалы – это не значит, что надо ехать куда-то в гору. Нет, это работа в холмистой области. Что они дают? Горные интервалы увеличивают адаптацию именно работы на подъем. Они развивают особые волокна, которые в обычной жизни практически не используются. Мышечные волокна, которые в обычной жизни практически не используются. Но вы знаете, что на курсинге, я не говорю про рейсинг, но на курсинге бывают иногда и подъемчики в гору. И вот именно с помощью горных интервалов вы можете улучшить технику прохождения этих подъемов. Третьим типом скоростных тренировок являются наши любимые тренировки за приманкой. Это третий тип. Это темповые или соревновательные тренировки. Эти тренировки необходимо проводить раз в месяц. Можно чаще, но для этого собака должна быть подготовлена. Раз в месяц мы окунаем собаку в боевые условия. Это правильная постановка вопроса. Более частое использование не всегда полезно, но и не во все периоды. Мы потом поговорим подробнее о периодизации нашего тренировочного процесса, и вы увидите, что есть периоды, где темповые тренировки встречаются чаще, есть где их вообще не надо. Ну, например, на восстановительном периоде. Спасибо за внимание. Это то, что я хотел рассказать о скоростных тренировках. В дальнейшем мы на примерах разберем, как именно проводить эти тренировки, как разминаться, как заминаться после них. Еще раз спасибо за внимание. Пока.